Вот. Я хотел бы с тобой обсудить еще такую вещь. Сегодня буквально опубликована официальная декларация, Крымская декларация Госдепа Соединенных Штатов, основополагающий базовый документ по отношению к аннексии Крыма. Я бы хотел, чтобы наши режиссеры показали сейчас, что это за документ, чтобы все зрители знали. Только что вот сегодня. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытки России аннексировать Крым и обязуют сохранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты призывают Россию остановить оккупацию Крыма. Демократические государства стараются построить свободный, справедливый и процветающий мир. И мы должны сохранять приверженность международному принципу равенства государств и уважать территориальную целостность других стран. Россия повела себя недостойно и выбрала путь изоляции от международного сообщества. Я буду у всех гостей сегодня спрашивать, которые с нами будут разговаривать по скайпу, но у тебя в первую очередь, что значит политическую оценку этой Крымской декларации, официальной декларации Госдепа США? Я думаю, что это действительно, вот 14, я хорошо запомнил этот день, 14 июня у нас была конференция, я узнал о том, что Трамп сказал, что Крым – это часть России, потому что люди там говорят на русском языке. Он это говорил именно вот таким вот образом? Это дало издание BuzzFeed. То есть я не видел, то есть многие источники, это довольно авторитетное издание, скажу, и многие источники, в том числе и американские политики, ученые, они ссылались как раз на эту цитату. Можно дальше даже пойти, когда we will have to see, когда он говорил, что когда мы должны встретиться с Путиным, мы посмотрим. То есть он не сказал Крым, чей Крым, он не ответил, он сказал, мы посмотрим. Ну то есть да, он определенно по этому поводу, в отличие от официальной позиции США, он сам определенно так не высказывался. И еще важный момент был, очень, об этом мало кто забыл, но я тоже писал об этом в публикации для Atlantic Council, что во время избирательной кампании, когда Трампа тоже спросили по поводу Украины, по поводу Крыма, там прозвучал вопрос, он сказал, что Путин не собирается вторгаться в Украину. Это было август 2016 года. Хотя Крым уже был аннексирован, хотя война уже... То есть тут мы видим некую цепочку, и мне кажется, эта декларация как раз является показать то, что Госдеп и вообще исполнительная власть США, она не будет вестись на поводу твиттера Трампа. Скажи мне, пожалуйста, вот просто для понимания. Я так привык, я американскую систему власти изучал в свое время. В принципе, глава исполнительной власти США – это президент. Он, да, это правильно. Он глава. Да. И его подразделение, как бы, это по его указанию приняли эту декларацию? Или это как-то... Я просто вопреки. Не понимаю. Это вопреки. А каким образом вопреки, может быть, внутри канцелярии Трампа? Сразу, когда мы вспомнили случай с Макфолом, буквально через несколько часов Госдеп сделал свое стейтмент. Я не думаю, что они даже каким-то образом успели они поговорить со своим шефом. Но они сразу сказали, что это неприемлемо. То, что мы не будем выдавать они подчищают за шефа. То есть шеф такой ходит, туда раздает, туда раздает. Они потом говорят, это не верьте, он у нас это немножко своеобразное. Это реально, да. И так это выглядит. Так это и есть. Потому что твиттер Трампа может говорить абсолютно разные вещи. И я склонен полагать, что действительно так и есть. Потому что мы видим, какая текучка кадров вообще у Трампа за последние 2 года. То есть, если увольняются топ-советники по национальной безопасности, министры... А он их увольняет или они не хотят позориться? Я думаю, они просто не выдерживают этого всего. Потому что это большая ответственность, и они не могут... Ответственность большая, у людей есть репутация, а тут шеф, который может с какой-то другой ноги встать. Конечно. Я хочу посмотреть еще... кстати, нет, не посмотреть, а почитать я хочу. По старинке. Вот как отреагировала на эту декларацию госпожа Захарова. Мы знаем такую прекрасную женщину. Она в МИД России работает спикером. Госдепартамент США выпустил Крымскую декларацию. Формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политики США. Причем она ссылается на СМИ почему-то. Вот у нас на экране сейчас этот скриншот. То есть она не верит, что это... До конца не верит, видимо, что это Госдеп, СМИ сообщает. Она по СМИ ориентируется. На сайт Госдепа зайти не хватает у нее сил, наверное, морально. Вот. И продолжение. А ведь совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил, а потом Трамп взял и запретил. Знаем мы цену этим судьбоносным декларациям. А какова цена этой декларации? Ну, на твой взгляд, так серьезно рассуждая.
Что это значит? Это значит многое. Мне кажется, что если она не имеет, даже если декларация не имеет некой юридической силы в Америке, все равно даже если это документ, который издал такой авторитетный орган, он имеет, скажем так, морально-политический вес. Изменить его нельзя будет? Я думаю, нет. Но это много сравнений было. Вот. Венесуэльская декларация 40-го года, мы же помним прекрасно, да? Когда по поводу стран Балтии, да, когда они не признали. Мы никогда не признаем аннексию. По факту, конечно, это ничего не изменило де-факто. Да, это хорошее сравнение. Но однако, просто это моя мысль, не знаю, прав я или нет, что, в принципе, документ, он не призывает к действию, вот эта декларация, да, освободить Крым, там, нажать, ничего этого нет. Это констатация такая, да, такой знаменатель. Что там в числителе будет непонятно, но констатация. Но это важная констатация того, что Крым все равно вернется в Украину в итоге. Конечно. Все равно вернется. Да. Это так надо понимать? Указание Кремлю такой и миру вообще сигнал такой, что бы там ни было, но Крым вернется. Да, что бы ни писал твиттер Трампа, какой бы ни был следующий президент, это серьезно. Поэтому там нельзя этот документ просто положить под сукно. Это не декларация, которая принимается там у нас в Украине, там, допустим, какой-то просто документ. Нет, в Америке он играет очень большое значение, и это огромный месседж как и украинским партнерам, так и другим международным партнерам, что это конечная точка исполнительной власти США. И таким образом они действительно хотят, возможно, в чем-то даже абстрагироваться от президента. Потому что с президентами всякое случается в Америке. А государственный департамент, там где 100 тысяч человек работает, он устоит, я думаю. Я хочу найти, кстати, пост Павла Климкина, министра иностранных дел Украины. Я его читал сегодня как раз про эту декларацию. Я не буду сейчас искать, я потерял его. Но смысл в том, что да, декларация правильная, но это не значит, что мы будем ничего не делать, и что наша задача как бы все равно бороться за возвращение Крыма, чем скорее, тем лучше. Нельзя сказать, что американцы даже по Крыму ничего не делают. То есть как бы там ни было, даже вот Волкер в своих интервью, выступлениях и говорит, даже если договоренность по Донбассу пройдет, даже если миротворцы там окажутся, даже если Россия уйдет, уберет там сепаратистов или что-то с ними сделает и уберет свои регулярные части, все равно санкции по Крыму, они будут сохраняться. То есть другой вопрос уже, насколько они влиятельны, насколько они чувствительны для российской экономики, но никогда, ни в частных беседах, ни в каких-то, скажем так, ну кроме Твиттера и кроме заявлений Трампа, я не слышал в частных беседах, начиная от стафферов в Конгрессе и заканчивая там высшими политическими представителями, я не слышал даже намека о том, что могут быть какие-то переговоры, чтобы выкупить Крым, вернуть Крым или что-то с ним сделать. Нет, Крым это Украина, и я другой риторики просто не слышал.